Энти. Рылх водитель. Что это такое рылх? Я сказал, это выработанная народом, я бы сказал, структура поведения и в обществе, и дома, и в быту, и даже когда ты один на один. Рылх – это высшая форма, высшая форма духовности и нравственности человека. Скажем, чеченец себе определил. Мужчина может плакать в 2 случаях. В 3 случаях может стать на колени. Это перед трупом матери, и над трупом матери может плакать мужчина. И на колени встать. У ручья, когда он хочет напиться у ручья, может встать на колени. И 2 случай плакать он может только над трупом друга. И стоять на колени. Встать на колени. Это норма мужественных качеств человека, не позволяющих ему слезу проливать, обыденных. Даже когда ему руку отрывали, чеченец не имел плакать, право. Слышно? Вот так. Дело в том, что войнарский народ, чеченское общество, долгие годы, столетиями, можно сказать, тысячелетиями, жило без писанных правил. Никто не писал нам свод законов, канонов, как себя вести надо. Да, наверное, так в мире происходило со всеми народами. Но дело в том, что определенные правила, как рылх, формы не только этического поведения, но и нравственного поведения, они так вжились, пророслись в генах чеченца, если он, конечно, доподлинный чеченец, что их не надо учить в букварях. Они передаются. От матери, от отца передаются. Раньше подразумевалось, что не было смешанных браков. Был женат чеченец на чеченке. Чеченка выходила за чеченца замуж. Но сегодня этих интернациональных браков очень много. Поэтому будем говорить о обычаях не только матерей, отцовских обычаях, обычаях Родины, чеченского общества. Если говорить об этом, то, значит, каждый народ в силу географической среды, экономической среды, в которой жил, вырабатывал себе обычаи и традиции, помогающие выживать в данных условиях. И поскольку я раньше говорил, что чеченское общество, каждые 30 лет должно было браться за оружие, защищая свой порог, свой очаг, ногти их прячь, под которым мы сидим, то ему нельзя было быть сентиментальным. Вот и ваши отцы, и ваши деды, и я, сидящий перед вами сегодня, очень сердобольные люди. Для нас нет чужого горя. Но воину нельзя было расслабляться. Поэтому, когда мы хоронили своих близких, до мусульманской религии, может быть, одни обычаи были отпевания похорон человека. Сейчас религиозные обычаи, есть религиозное песнопение мужчин. Мужчины провожают на похороны
Женщин почему не пускают? Потому что мужчины, провожавшие последний путь своего товарища, родственника, тут же должны были от могил уходить в бой. А женщины плаксы. Они плачут. А сердце юноши расслабляется. И это тоже имело свое место, чтобы выработать такой обычай, чтобы мужчина не плакал. Мужество. Мужество, мужское достоинство. От голода, от порезей каких-то, от холода. Ну, мужчине недостойно плакать. Он должен выходить из ситуации. А ничего, тут очаг горит. Но если бы вы меньше шумели, моя маленькая, хозяин, хащать. Яц? Ну ничего, не мешает. Живой очаг идет. Но а другие, скажем, как быть в гостях? Обычай. В гостях ты имеешь право лечь и есть только то, что даст хозяин. Ночи кисту кирмис колсунах. Недельные несчастные. Почему? Он неволен. Он в распоряжении хозяина. Даже если не хочется ему на перинах спать, хозяин его обязан уложить в лучшую постель. Даже если он не хочет яичницу кушать с луком там жареную, он может не есть, но он должен есть то, что есть сегодня у хозяина. Ты не выбираешь, что кушать тебе, что не кушать. Ты просто уважительно можешь от лишней еды отказаться. Но ждать той еды, которую ты любишь, и просить у хозяина ты не имеешь права. Вот дома, когда придет этот же гость, тебе в гости, тогда ты можешь своим домочадцам, женской половине сказать: сварите нам баранину или же сделайте нам блины, чайпалш, хенгалш. Ты можешь сказать, в гостях ты не можешь сказать. Вставать ты должен вместе с хозяином, и куда хозяин пойдет, туда пойдешь. Рилхту и рилхту. Если вот, вот рилх, откуда он начинается? Я тебе сказал, это начинается из дома. Из дома начинается. Каким образом? Это способ выживания. Способ выживания. Мама, ну, она не слышит, что ли? Друзья мои, ну что вы? Свет нам нужен. Это способ выживания. Есть способ выживания, отдельно категория рилх. Есть способ уже дальше нравственных отношений, моральных отношений. Что значит нравственные отношения? Вот мы говорим, косынки. Должна быть женщина чеченская. Да, особенно у очага, когда она готовит. Есть короткая притча даже в старину, когда пришел гость к другу, друга не было дома, хозяйка ему пожарила яичницу. Он стал кушать яичницу, и вот такой волос нашел в яичнице. И с тех пор как бы хозяин приказал, и это пошло по всем, без косынки у очага не быть женщиной. Может быть, потом уже с мусульманской религии пришло это к нам. Но у нас это началось еще до мусульманской религии. Это даже, скажем, сегодня по-медицински санитария у очага. Значит, это тоже обычай, способ выживания. Не подвести гостя. Не сделать ему неприятное что-то. Да и постепенно это и обыденной жизни. Но нигде, сколько бы я вам не читал лекции, и мне бы не читали лекции об обычаях, традициях, ничто не поможет, если из дома ты не начнешь его воспитывать. Вот по этому поводу японцы говорят, воспитывают до 5 лет. После 5 учат. Вот до 5 лет проморгал, характер сложился у мальчишки или у девочки. Все. Этот характер ты никак не изменишь.
А у нас наоборот, до 5 лет они брошенные, после 5 лет начинаем воспитывать. Потому что мы общественно воспитание начали. Садики, мадики, школы, первый класс. А народ воспитывал с первых капель грудного молока матери. Один даже сказал, как мне воспитать, пришла женщина у умника спросить, у философа. Он спрашивает, сколько времени ребенку? 2 месяца опоздал, он ответил. Поэтому я говорю, что не надо ждать, что поехав твой сын или дочь уехала учиться, и она приедет воспитанная. Нет. Они приедут образованными, если у них будет достаточно домашнего воспитания перед тем, как уехать. Вот вся беда наша в том, что мы решили пойти по коммунистическому складу воспитания. Общество воспитывает человека. Нет, общество не воспитывает человека. Общество учит человека, как вести себя в тех или иных условиях, чтобы он сожительствовал с этим обществом. А домашний институт учит, как быть человеком, благородным, добродушным, щедрым, отзывчивым. Вот этим качеством учит домашний институт. Внешние силы приказывают. Вот ты нарушил. Есть судебные органы, засадят тебя за то или иное. Но это уже не учение, это наказание. Что такое лучше завтра? Если ты себя завтра будешь чувствовать внутренне комфортно, вот твоя победа. Покой у тебя внутренний. На тебя не давлеет ничто, и ты ни на что не давлеешь. Ты не отводишь глаза ни от кого. Ты ни у кого ничего не украл, никому не сказал ничего лишнего, оскорбительного, унизительного, неуважительного слова. По возможности. Я не беру конфликтные ситуации. Конфликтные ситуации – это отдельная статья. Сердитый человек, ни она, ни он никогда не прекрасны. Только улыбающийся человек прекрасен. Вот это и есть твое завтра. Чтобы ты чувствовал себя завтра хорошо, будь внутренне чист. Все. Отлично. Ну, Саш, работаем. Девочка, не стучите, не ходите, мы снимаем вас. Можно. Я бы хотел пройтись к очагу Маусара. И положить хотя бы дрова, которые я уже давно в печку, в нашу национальную печку не ложил. О, межерги идут, о! Маленькие кукурузные чуреки. Ну, это как бы наше прошлое. Да, это настоящее наше прошлое. И по-настоящему она их делает. Только есть большой чурек, он делается в зале. А вот такие маленькие вот так делаются. Ну, очень толстые. Эх, как хорошо. Ой, как хорошо. А? Опа. О, почувствовать себя, прикоснуться к прошлому. Я помню, о, тепш. Это стволы оружейные. Топ называется. Только они дали, у нас были еще вот такие длинные. И самые вкусные. Мы сейчас попробуем, когда. Я думаю, нам обером дадут здесь. А какой чеченский очаг без творога со сметаной? Без обера. Если есть кукурузные чуреки, то значит и обером должен быть. И вплоть до того, что калмыцкий чай должен быть. Я думаю. А все остальное здесь есть. Вот музыка, только национальная, хорошие, добрые голоса поют мелодию национальную. Здесь можно действительно отдохнуть, успокоиться. Это хорошо. Стоп.